Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня 15 мая 2023 года, 20:00 по Берлину и 21 час 00 минут по Джохару. Друзья, витаю вас всех еще раз. С вами снова я, Аслан Арцуев, на канале в YouTube Reality и в TikTok Аслан Арцуев, одноименном канале. Итак, друзья, я вас всех приветствую. Вам снова рад. Так, наш стрим, как обычно, хочу начать с сообщения от Збройных сил Украины, от Генерального штаба. На сегодняшнее число, на 15 мая 2023 года, с 24 февраля 2022 года по 15 мая 2023 года, уничтожено за прошедшие сутки 580 оккупантов. Итого их цифра достигла 199 460 человек. Надо полагать, что завтра, 16 мая, эта цифра перевалит, если уже не перевалила, так как обычно Генеральный штаб сообщает эту информацию очень утром, где-то в районе 8 утра это сообщается, или 10, перевалит эта цифра за 200 тысяч уничтоженных. 3 танка. Итого их цифра достигла 3759 штук, 11 боевых бронированных машин. Итого их цифра достигла 7336 единиц, 21 артиллерийская система, 3137 всего за прошедший более года. 562 РСЗО, 0 за сутки, 2 антиаэркрафт, 316 всего, 308 и 294 самолетов и вертолетов, 0 за прошедшие сутки, 24 БПЛА оперативно-тактического уровня, итого их 2720, 3 крылатые ракеты, итого их 973 штуки, 18 кораблей-катеров, 0 за сутки, 16 автомобильных техники и цистерн, 6034 их цифра достигла, и 3 спецтехники. Итого спецтехники уничтожено 407 единиц, с чем я вас всех, друзья, и поздравляю. И, как обычно, слава Украине, и все будет Ичкерия. Так, я приветствую, друзья, всех, кто заходит. Распространяйте ссылку на наш стрим, ставьте лайки, распространяйте в социальных сетях, в WhatsApp, везде. Как можно больше поширьте наш сегодняшний стрим, пусть больше людей узнает правду. Ставьте лайки и пишите ваши комментарии. Все как обычно, друзья. Итак, друзья, приветствую Мавидина, Фрею, Хамзата, Бамут, Муслим, Шамиля, Леди и всех остальных, кто не написал мне комментарии. Друзья, ва алейкум ассалам, шавига маша мокша войшу. Всех я вас приветствую, друзья. Помните тот анекдот, когда прохожий итальянец спросил упавшего в обморок мента, который стоял под балконом Папы Римского, на балкон которого Папа Римский в обнимку с Вахой вышел. И итальянец спросил, кто это там с нашим папой стоит, с нашим Вахой стоит, указывая на папу. И когда Ваха выбежал, увидел потерявшего сознание мента, он сказал: ну что, удивился? Ну, длинный такой анекдот, не буду весь его рассказывать. Я его у себя рассказывал как-то в эфире. И выбежавший Ваха побил по щекам мента и сказал: ну что, удивился?
И на что Мен сказал, удивляться я давно перестал. Но когда прохожий итальянец меня спросил, кто это с нашим Вахой стоит, я упал в обморок. Точно так же удивляться мы давно перестали. Уже пора падать в обморок, но, к сожалению, сознание нас не покидает, и приходится все это видеть, ощущать и анализировать. Анализировать и разоблачать, что мы будем, в принципе, сегодня с вами и делать. Руслан, Амар, всех вас приветствую. Ва алейкум ассалам, машу довой. Итак, сегодняшний я свой стрим назвал «Закаевский майор Джамбетов». По-моему, это не чеченская фамилия, скажу я вам. Ну все же, присягнул России. Вы, наверное, все видели эти видео, где майор Джамбетов из театральной труппы Ахмеда Закаева присягает Кадырову, то есть фашистской России. Говорит: Россия мощь, Ахмад псина, там и так далее, и так далее. Сейчас Россия мощь тоже вырежут и скажут, что это я сказал. Обычно этим занимаются сыновья Ахмеда Закаева. И не только они, конечно, но вот они особо этим занимаются. Поэтому, думаю, будут вырезать и так далее. Посмотрим, да. Так, давайте я прочитаю комментарии. Тут ко мне Line Vision зашел, который фактически что-то случилось с Line Vision и еще с одним человеком, который я как раз перед своим самым стримом прочитал их комментарии. Они сказали, что они ошиблись, что их Закаев предал. И вот здесь пишет Line Vision: ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Валай манис бош хилира. Этот Закаев нас предал, пишет Line Vision. То такой же комментарий мне написал другой человек, который тоже на меня очень сильно ополчился и так далее, и так далее. Если это искренне, если это честно, вы так считаете, так как я знаю, что есть разные люди в этом интернете, то я снимаю шляпу перед вашей смелостью признать свою неправоту. Про систему, которую выстроила труппа Ахмеда Закаева, либо это российские спецслужбы, потому что без них такой координации, такого финансирования без российских спецслужб быть не может, то надо полагать, что эта система начинает саморазоблачаться, и они вынуждены это делать, и мы в скорейшем времени увидим, как Ахмед Закаев уедет домой, если же ему удастся собрать хотя бы несколько десятков человек для того, чтобы сделать такую имитацию возвращения в Чеченскую Республику, для того, чтобы победить Кадырова. Так как Ахмед Закаев, как и братья Ингулбаевы, как и Тумсу Абдурахманов и другие такие же товарищи являются противниками Кадырова. Не России, не РОШ, не ФСБ, а Кадырова. И об этом один из братьев Ингулбаев, прямо называя, перечисляя все фамилии, об этом и говорил. И у нас есть очень много интересных вещей, которые мы будем дальше выкладывать, разоблачать. И таким образом, я думаю, все станет на свои места. Поэтому не спешите. Когда Ахмед Закаев уехал в Украину, надо отметить тут, что в начале войны против Украины, или как украинцы некоторые, не знаю почему, называют нашу войну первая чеченская, чисто по КГБшным нарративам, и вторая чеченская. Поэтому я тоже сейчас назову ее украинской войной. Не русско-украинской, не русско-чеченской, как они должны были называть. Поэтому я чуть-чуть, чтобы
доходило, когда это задевает, то это доходит до украинцев. Назову ее украинской войной. То есть гражданской. Именно так получается, когда говорят про чеченскую войну. Так вот, ну это так, отступление. Так вот, когда начиналась украинская война, Ахмед Закаев в категорической форме отговаривал ехать воевать. Он говорил, нужно помогать там и так далее, ну не стоит туда ехать. Чем тогда можно было в определенной степени согласиться. Но если бы тогда бы Иса Мунаев, Муслим Чуберлоевский согласились бы с Закаевым или с моим мнением, то тогда бы российская пропаганда о том, что злые чечены напали на Украину, победила бы. И нужно отметить, что чеченцы давным-давно и против грузин, и против сейчас Украины используются, и против Европы, и очень много против кого, используются в качестве такого инструмента запугивания. И тогда, в самом начале, когда у украинцев все было плохо, не было никакой помощи, тогда это было очень важно. Я надеюсь, история этого не забудет, что сделал Иса Мунаев, что сделал Муслим Чуберлоевский, хотя он внесен в санкционный список. И советник Зеленского, Подоляк, почему-то всегда забывает про Чечню, вспоминая и про Молдову, и про все остальное. Просто хочется таких людей мудаками назвать. Ну, не будем называть, потому что пока он должностное лицо, вот как только он перестанет им быть, не из-за Подоляка, конечно же, а из-за Украины и украинцев, ну, как только он перестанет быть советником президента, обязательно этого журналиста, который, скорее всего, причастен к пропаганде против чеченского народа и государства, когда русские вели войну против нас, именно поэтому, я считаю, такие люди всегда забывают про Чечню. Мы обязательно напомним, что Подоляк мудак, самый настоящий. И все те, кто специально пропускает самое большое и страшное преступление фашистской России в новейшей истории, забывает тут это преступление. Те, без сомнения, являются главными мудаками, которые только могут быть. Ну или же соучастниками этого геноцида. Ну так вот, когда Ахмед Закаев сейчас поехал туда, мой товарищ, мой близкий друг сказал мне, везде, где оказывается Ахмед Закаев, начинаются ссоры, конфликты и трения. Он сказал, ты увидишь, не пройдет много времени, и в Украине он там перессорит всех. Все передерутся со всеми, все перессорятся со всеми. Не прошло много времени, они уже там передрались, перессорились, условно говоря. Так как многие и Муслим Чуберлоевский, и другие знают, кто такой Ахмед Закаев. Ну вот у нас вот такая у чеченцев привычка не выносить ссор из избы. Мы можем как бы сдерживать себя в этом плане. Что, в отличие от многих, Ахьят Эдигов, являющийся единственной легитимной независимой властью чеченского государства, чеченского народа, в лице президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия, разоблачает. И я следую его же примеру и тоже буду разоблачать вот эту театральную труппу, которая всегда почему-то угождает Кремлю. Так вот, сейчас это только начало, я так полагаю. Люди, которые сейчас туда поехали в команде Ахмеда Закаева, эти люди представляют угрозу. Я записывал по этому поводу видео, я об этом писал, я об этом выкладывал публично, об этом рассказывал, что эти люди являются угрозой для безопасности Украины. Не прошло и нескольких недель, или даже дней, как Закаевский майор поехал в Чечню и открыто выступил. Тем самым нанес колоссальный удар.
тем чеченцам, которые с 2014 года там воюют. Поэтому еще раз настоятельно рекомендую украинцам внимательно посмотреть, кого они пригрели, хотя Ахмед Закаев это всего лишь один такой человек на территории Украины. Открыто действуют Фейгины, Пономаревы, Гудковы в информационном пространстве, и тогда Невзоровы, и так далее, гражданство получает, и так далее. Мне очень жаль, что Украина идет по стопам чеченцев, и те же люди, которые пережили вот эти страшные моменты, были чуть ли не в самом верху, хотя на самом верху чеченской власти они, как оказывается, не были. Они были вокруг этой власти, всегда ошивались, оказывали какие-то полезные услуги. И как бы некоторые верили им и даже назначали на какие-то должности. Даже включали в переговорочную комиссию ошибочно. И вот после того, как Хусейн Джамбетов записал это видео, многие, я вот наблюдаю за всеми этими процессами, многие начали играть вот в этом направлении. И разные люди начинают нам рассказывать, что чуть ли все мы знали, что Хусейн Джамбетов на чеченском языке он якобы откровенно говорил нам, что он за Кадырова там и так далее. Никакого Кадырова, еще раз, не существует. Существует марионетка. Управляется это все, вот эта вся система террористической банды ФСБ. Непосредственно в Чеченской Республике. Всем этим делом заведует, курирует Игорь Кочнев, который является главарем банды УФСБ по Чеченской Республике, который возглавляет РОШ, региональный оперативный штаб. Тот самый РОШ, который возглавляет, долгое время возглавлял Николай Патрушев, который является вместе с Бортниковым зачинщиком вот этой войны. Даже может быть больше, чем Путин. Даже я уверен, даже, что больше уверен, склонен считать, что больше, чем Путин. Патрушев в этом виноват. И вот эта вся, вот эта катавасия, которая сейчас происходит, она происходит именно вот по одним и тем же лекалам, по одному и тому же сценарию. И планы такие, что так называемое правительство Ахмеда Закаева собирает группу, их вооружают, их отправляют в Чечню, они побеждают кадыровцев, и вот таким образом они раскачивают. На самом деле все немного не так, все будет далеко не так, точнее. И давайте об этом поговорим. Я буду отвечать на ваши вопросы и буду еще об этом говорить. Также я хочу еще раз сказать, я это буду говорить неоднократно, чеченцы, которые с 2014 года и даже сейчас, 2022 года, которые присоединились к украинцам в борьбе за их свободу, не несут ответственность за действия Ахмеда Закаева. Я человек, который сам попал в эти информационные сети, расставленные вот этими ФСБшниками, рошевцами, закаевцами и всеми остальными. Все информационное чеченское поле занято, практически все занято людьми, которые работают прямо или косвенно на российские спецслужбы. И таким вот образом люди, человек, который в это посвящен, которому 45 лет, я говорю о себе, который попался на эту уловку, который как-то вроде бы казалось, что в чем-то разбираюсь, и я попался на эту уловку, то большой вероятностью люди молодые, которые едут к вам воевать, защищать вас, украинцы, они еще легче могли попасть на эту уловку. И даже не очень молодые могли попасть, так как не разбирались в этом день и ночь, как это делаю я. А я в этом разбирался, разбираюсь и продолжаю, и собираюсь дальше разбираться в этом всем, для того, чтобы очистить доброе чеченское имя
от этих всех наветов, вот этих всех наговоров и той лжи, которую искусственно и искусно русские спецслужбы нам навязывают. Поэтому давайте я сейчас почитаю ваши комментарии. Еще раз говорю, что те бойцы, которые сражаются, не имеют отношения никакого к Закаеву. Я ездил, когда приезжал в Киев, еще, по-моему, в 16-м или в 17-м, я сейчас не помню в каком году, встречался с представителями батальона шейха Мансура, и им там, к большому своему сожалению, агитировал их за то, чтобы они поддержали Ахмеда Закаева. Так как они не знали, кто я, они скромно улыбались, говорили хорошо, видели, может быть, мою искренность и думали, что я просто очередной оболваненный их пропагандой человек, либо же специально засланный агент. И они тактично отклоняли мою просьбу и не поддерживали. При всем при этом они не разоблачали мне Ахмеда Закаева, но позже я узнал очень много и об Ахмеде Закаеве, и о его вот этой деятельности, которую он ведет против и чеченского народа, и государства, и украинского народа, и государства. Поэтому имейте в виду, друзья, имейте в виду это все. И не хотелось бы, чтобы люди, которые не имеют никакого отношения к Закаеву, могли пострадать от этого. Искусно все делается, очень грамотно, очень нагло, вообще беспардонно, ложь до того откровенная и беспардонная, что вы теряетесь в этом. Плюс клятва там Аллахом, Кораном, там всеми святыми и так далее, что для неподготовленной чеченской психики, просто невозможно просто не поверить в это. Очень убедительно, с повышением голоса, просто театрально очень отрепетировано. Наверное, не поверить это, очень сложно. Поэтому имейте в виду, имейте в виду. Так, друзья, давайте я почитаю ваши комментарии и потом я вернусь к нашей теме. Наша тема сегодняшняя будет именно про вот этих товарищей, которые оказались иудами. Так. Алейкум салам. Друзья, всех я вас приветствую. Я вновь не буду. Так. Алейкум салам. Так. Алейкум салам. Так. Ассаламу алейкум. Асан, чуть опоздал. Закаев говорит, я ни при чем. Она сама виновата. Да, я буквально сегодня, буквально перед стримом послушал его спич. И могу сказать, что я еще больше убедился, хотя он очень пытался быть убедительным, я еще больше убедился, что связь между Джамбетовым и Закаевым не прервана. И одна из них была то, что первое, что любит говорить Ахмед Закаев, что это психически нездоров, я не знаю, находиться столько времени вместе, награждать, давать ему звание майора и так далее, говорит, что он психически нездоров. Это раз. А во-вторых, те часы с буквой Z на часах у Хусейна, которые я выкладывал у себя в YouTube канале, вот это скриншот, что это надо еще проверить, он якобы сказал. Это уже говорит, знаете, когда вы уже понимаете, с кем вы имеете дело, то очень легко понимать, где люди лгут. Люди лгут. Мы тоже, как говорится, обучались кое-чему, чтобы разоблачать вот таких вот товарищей. Поэтому моя инициатива по поводу полиграфа для всех, кто пытается говорить от имени чеченского народа и государства, она остается в силе. И я предлагаю всем и еще раз, и много раз пройти экспертизу на
полиграфия. Это очень будет важно. Так, давайте дальше. Так, знаете, как определить агента в рядах, например, вооруженных людей? Тот, кто снимает у всех лица и очень активен в медиапространстве, со всеми фоткается, снимает место пребывания и так далее, открыто лицо. Да, может быть, чем человек с ником, чем. Может, да, ты, может быть, прав. Знаете, я обратил внимание, когда у меня здесь была конференция, здесь в Гамбурге, которую мне помогали организовывать Курочкины. У меня на конференции были ребята, которых вы не видели в кадре. И они были как в отеле, так и вокруг отеля. И Андрей Курочкин, просто не скрывая, не мог скрыть желание побыстрее их заснять, потому что они заходили, выходили. И тогда мне мой товарищ сказал, что-то он очень подозрительно нас снимает, хотя те люди пытались скрыть свои лица. И это было очень заметно. Кстати говоря, это очень походит на то, что ты говоришь. Он просто откровенно их хотел снимать. Откровенно просто. Так. Давайте дальше. Так. Подоляк немного ксенофоб и чеченофоб. Мудак любой, кто является чеченофобом и ксенофобом. Закаев угрожает своим критикам, призывает своих сторонников, говорит, вас несколько тысяч, а их несколько групп. Работайте, братья, вы знаете, что надо делать. А мы вам поможем. И я боюсь, что появится Абдуллак. Да, Чечня не Россия. Ахмед Закаев, конечно же, хотел бы, чтобы мы замолчали. И не только Ахмед Закаев, Россия хотела бы, чтобы мы замолчали. Но, увы и ах, это невозможно. Даже если они попробуют нас уничтожить. Во-первых, надо попробовать, потому что жизнь и смерть принадлежит Всевышнему. И не так-то легко это будет сделать. Если бы было бы легко, я не сомневаюсь, чтобы они уже попробовали бы. Поэтому будем иметь в виду, все мы смертные, и Ахмед Закаев и его товарищи тоже. Все мы сделаны из мяса и костей. Сейчас идет процесс по разложению украинского единства и их сопротивления, так как чем дольше украинцы ждут какой-то супер помощи от Запада, время идет не в их пользу. С начала 2014 года Россия пыталась дискредитировать, разобщить, бить клин в чеченское сопротивление, потому что та информационная вот эта пушка в лице чеченцев или кадыровцев, да, она была использована не в полную силу из-за Исы Мунаева и Муслима Чеберлоевского. И они как бельмо в глазу. Как бельмо в глазу. И я считаю, что работа вот Ахмед Закаев, как матерый уже провокатор, сделал свое дело. И я думаю, у него на этот раз немного получилось. Но я думаю, мы сделаем так, чтобы мы смогли разъяснить всю позицию, все точки расставить, точки над и я думаю, мы сможем немножко сбить эту волну, как мы это уже делали неоднократно, между прочим. К большому сожалению, чеченское общество сейчас, когда все родственники у людей в заложниках, немножко неактивны в информационном плане. И люди, которые владеют огромным объемом информации, больше, чем у меня, который мне вот как, не знаю, в темной комнате на ощупь приходилось находить, искать, иногда с ошибками, иногда с очень такими болезненными ошибками для себя. Эти люди молчат, имея огромный объем информации. Хотя следовало бы быть более активными. И вот все, что происходит, и в этом есть наша вина тоже. В этом наша вина тоже. Поэтому мы пытаемся вместе с вами, со всеми, как-то восполнить вот этот
недостающийся, пропущенный нами, упущенный нами момент нашей вот этой информационной борьбе. Дякую, Ичкерия будет Вильна. Спасибо, Ирина, спасибо. Витаю вас, витаю вас. А ведь Джамбетов, ничто сумнящее вернется в Европу. Есть же прецедент с другой персоной. Ну, вероятно, может и вернется. Если он является гражданином Бельгии, то у него, конечно же, есть все основания вернуться для этого. Правовые основания у него для этого имеются. Но посмотрим. Посмотрим. Ну, вернется и что? И что? На территории Европы мы его убивать не будем. Сажать мы его не можем. Вот и все. Убивать мы. Соответственно, мы находимся здесь в гостях. И этот закон для нас священен. Так же, как священен наш закон, когда мы вернемся на нашу родину. Поэтому здесь, в юрисдикции Европы, мы не сделаем ничего, что нарушает закон. Поэтому, конечно, может вернуться. Так, ведь Закаев ведь общается, живет, занимается своим. Кстати говоря, есть видео, где они сами выкладывают, закаевские, вот эти сыновья, по-моему, этим занимаются. Эти люди, где у них есть человек, как я рассказывал, 3 года назад ко мне в машину подсадили они человека, который предложил мне работать на российскую разведку. Его зовут Нашхо Эльдаров. По другим данным, его зовут Руслан Сулейманов. Старый, матерый российский агент, который предлагал мне работать на Россию и против Украины. Об этом я писал, об этом я говорил, вы это все знаете. И Ахмед Закаев тогда в экстренном порядке снял Умара здесь, Берлина, который являлся якобы его представителем, как бы его представителем. И заменил его на другого человека. Также он выдал указ о том, что он снимает с должности заместителя этого Умара, вот этого Нашхо Эльдарова, Руслана Сулейманова, который. Потом в Страсбурге мы видели в Закаевской вот этой труппе вот этого Нашхо Эльдарова. И вот сейчас недавно, вот я сегодня увидел это видео, снова, ну там уже и Сайдамин Ибрагимов, ну вся вот эта театральная труппа собралась вместе. И там они, там уже этот Нашхо Эльдаров стоит, и Ахмед Закаев, и все остальные, и Алимпаш Салтыханов, все люди, которые давно себя запятнали, которым я неоднократно говорил, они сами открестились от этого Нашхо Эльдарова тогда. Потому что тогда Нашхо Эльдаров сказал, что я не говорил, что он мне не предлагал работать на российскую разведку, что он не говорил мне всего этого. И потом, когда мой друг дал им прослушать запись нашего разговора, часть нашего разговора, то тогда на второй день после этого они донесли этому Нашхо Эльдарову, что у нас есть эта запись. И после этого они до этого хотели мне вынести там проклятие чеченского народа там и так далее, и так далее. После этого Нашхо Эльдаров сказал, что он пошутил все-таки. Не говорил, как он утверждал долгое время, угрожал мне там и так далее. И представитель совета так называемых закаевских старейшин Ахмед Дакудаев, который проживает в Берлине, должен был вынести мне вердикт по поводу там, предать меня анафеме, проклясть меня от всего имени чеченского народа, так как я являюсь врагом чеченского народа, как он утверждает. И затем, через какое-то время, они отказались от этих всех своих планов, так как Нашхо Эльдаров признался все, что таки он говорил, но это была шутка. И Ахмед Закаев незаконно очередной раз, как все, что он делает в отношении Ичкерии незаконно, он наградил честь нации Ахмеда Дакудаева.
Я полагаю, это было сделано для того, чтобы немецкие спецслужбы не выдворили Ахмеда Докудаева, и тем самым он показал, что этот человек стоит на страже чеченского государства, и что он не россиян, не пророссийский, и так далее, и так далее. Но это уже другая история, которую я вам неоднократно рассказывал. Так, давайте дальше. Так, сейчас я вернусь сюда, друзья. Не волнуйтесь, в ТикТоке я тоже вам сейчас отвечу. Сейчас я дочитаю комментарий тут. Полиграф 100%. Все чины и погоны обязательно обязаны соблюдать. Совершенно верно. Однозначно полиграф для всех, говорит Фрея. Совершенно верно, Фрея. Так. Враг силен и хитер, использует все, что угодно в борьбе. Да, именно так, Фрея. Если украинцы думают, что победив на поле боя их оставят в покое, это не так. Там стратегия нужна на десятилетия вперед. Россия это как комар, без крови не выживет. Совершенно верно. Самое сильное оружие России это только не комар, я бы сказал, а вурдалак, этот вампир. Потому что комар слишком безобидное насекомое. Самое сильное оружие России это агентурная сеть по всему миру и интриги, которые идут с помощью них. Чтобы Запад не делал и не предпринимал, чтобы избавиться от этой сети, нужны десятилетия и желания. Совершенно верно. Чем дай лживый язык, вопрос, почему им верят. Так, кто из ваших соратников, единомышленников вещает в интернет-пространстве, кого посоветуете смотреть? Литва. Киртукас. К большому сожалению, очень мало кто у нас вещает в информационном поле, так как люди боятся показывать свои лица. Есть Чеченская демократическая партия, у них есть свой канал, они, к сожалению, они в Телеграме собираются и там они вещают. Тоже очень интересные беседы бывают. Часто они говорят и на чеченском языке. Точнее, очень много они говорят на чеченском. Вот, чтобы вот на русском языке, ну вот сейчас кого-нибудь, чтобы не обидеть, не назвать, я вот сейчас вам не вспомню кого-нибудь. Я обычно в таких случаях говорю, смотрите реалити и радио, и голос Америки. Вот как-то так. Своими ушами слышал, как Закаев сказал, что все чеченцы, проживающие на территории Чечении, являются кадыровцами. И вы не найдете ни одного чеченца в Чечне, который скажет, что он не дыровец. Да, совершенно верно, Хамзат, я это слышал. Мы тут открещиваемся от кадыровцев, а Закаев это между делом, между строк нас пристегивает к ним. Конечно, никто не скажет, что он не кадыровец, если к его виску приставить пистолет Чеченской Республики. Но мы знаем, что это не так. Но таким образом Ахмед Закаев готовит почву. Это такой большой интересный сценарий, я вам скажу, как на правах версии, да, потому что я наблюдаю вот за этой кашей, которая сейчас разворачивается, как Тумсо Абдурахманов, как Ингулбаевы и другие третьи ведут себя в этой ситуации. Например, Тумсо Абдурахманов откровенно хочет сказать, что Хусейн Джамбетов говорил откровенно про кадыровскую, про российскую тему, и мы с этим все соглашались. Таким образом, он хочет сказать, что все чеченцы, которые находятся в Украине, знали, он говорит, он на чеченском говорил, он неоднократно это повторяет, для того, чтобы вбить в голову украинцев, что все чеченцы это знали. Если бы это чеченцы знали, один из первых, кто об этом заявил бы, был бы я. Не первый, а один из первых. И если бы я заподозрил бы, что этот человек работает. Да, он говорил вещи, что там кадыровцы, которые присылают, они там такие-сяки. Правда, я не все его смотрел, его эти видео, но то, что я видел. И Джамбетов говорил, что кадыровцы это тоже чеченцы, что и так далее. И это подразумевалось в его словах, и я это, и все мы это воспринимали так, что он говорил, что они насильно отправляются, что мы в заложниках, Чечня оккупирована и так далее, и так далее. Об этом я тоже говорю. Не так, как Джамбетов, но я говорю. И он, единственное, что мне не понравилось, он говорил, что
ученые ислама, которые где-то в Чечне находятся, что они должны там что-то решить, вынести какое-то решение и так далее, и так далее. И в этот момент это меня покоробило, потому что нету никаких ученых ислама в Чечне, которые не находятся под пятой ФСБ или ГРУ. И я удалил, я выкладывал 2 его видео, его обращение в самом начале, потому что мне показалось человек искренним, то, что он делает. И потом я просто закрыл эти видео после вот этого обращения. Поэтому особенно чеченцам, которые воюют, вообще нет дела до того, что какой-то там Джамбетов, Закаевский там что-то говорит. Поэтому, конечно же, Абдурахманов, опять же, который долго не выходил в эфир и сейчас быстренько сварганил стрим, это делается для того, чтобы сейчас на всех чеченцев бросить тень. Это неправда. Я со всей ответственностью заявляю. Муслим Чеберлоевский и ребята, которые с 2014 года воюют, я ничего зазорного и ничего пророссийского или предательского ни одним словом, ни одним взглядом я у них не обнаружил. И потом, например, вот этот Янгулбаев рассказывает, вот этот кадр показывает вот этот кусок, где Закаев говорит, что кадыровцы там, все мы кадыровцы там и так далее, и так далее. И это тоже очень важно говорить. Нас подготавливают к тому, что с некоторыми кадыровцами нужно договариваться и с ними нужно разговаривать. И идет подготовка и чеченского общества, потому что Ахмед Закаев должен вернуться в Чечню. Потому что Ахмед Закаев это много раз и прямо и косвенно рассказывает нам. И теперь говорит, фактически мы сейчас соберем армию, из Украины нам профинансируют, приезжайте воевать в Украине. Сам Ахмед Закаев сбежал с чеченской, с Чечении, с русско-чеченской войны, когда его наш президент Масхадов в приказном порядке требовал ему вернуться, он не возвращался, а теперь Ахмед Закаев хочет, чтобы чеченцы воевали и погибали в Украине. И даже не в Украине, а что вот они сейчас вооружатся, поедут в Чечню и будут вырезать кадыровцев для того, чтобы они пришли к власти. Это все провокация, которая не пройдет бесследно. И более того, знаете, как говорят умные люди, сегодня я услышал, что если петух кукарекает утром, это не значит, что из-за его кукарекания восходит солнце. Все будет происходить своим чередом, и ничего эти люди не смогут сделать. И вот то, что Янгулбаевы выложили это видео, это нас и Янгулбаевы, и все вот эти вот Абдурахмановы, и все остальные, они все управляются из одного центра. Из одного центра. Они могут друг друга не любить, они могут друг друга ненавидеть даже, но они делают одно дело. Одно дело. И мы должны это все должны это прекрасно понимать. Поэтому никакой веры. Мы теперь, наша правозащитная организация, будет выдавать вот этим людям, так как наш президиум, наша власть оставляет это на самотек, это все дело, я вынужден буду от своей организации, от правозащитной организации Human Rights Center Ичкерия, которая зарегистрирована здесь в Германии, я вынужден буду сам присваивать этим людям значки русагентов, чтобы вы все знали, кто является русагентом. Я их имена называл, потом составлю весь этот список. К сожалению, вы, кто обещали мне составить список всех каналов, так мне его и не составили. Все придется снова делать самому от начала до конца. И будем делать, и будем таким образом присваивать им медали русагента по аналогии иноагента, которым они присваивают в России людям, которые получают финансирование из-за границы. Как-то так, друзья, как-то так. Поэтому хорошо, что мы все это уже понимаем, что они делают. Да, мула. Мотивация так. Мотивация для Запада всегда иметь какую-то ось зла. Без этого никак. Этого хряк откормил Запад и кормит. Если бы хотели бы, за месяц разнесли бы Россию во всех аспектах. К большому сожалению, я думаю, в определенной степени ты прав. К большому сожалению, я это еще раз говорю. Потому что
При желании от России оставить рожки до ножки не составило бы труда ни Америке, ни НАТО, ни Западу. К большому сожалению, да, нужен враг. Нужен враг для того, чтобы... Для много чего это нужно. И я думаю, да, ты прав. Так, давайте почитаем, что вы пишете мне тут. И, друзья, вот прохожу к вам сюда, да. Еще раз всех приветствую, кто сюда вошел. Также, друзья, я вас прошу распространять ссылку на наш стрим, распространяйте, расширьте в социальных сетях, в Фейсбуке, в WhatsApp, где только вы бываете, и пусть больше людей узнает правду. Маша ожила, допущен, так. Закари, все, кто прямо или косвенно связаны с той властью и нынешней, не должны быть допущены к власти. К власти ближе, чем на 10 километров. Всех, кто виновен в нынешнем положении член, должны быть Редуал, ну, отчасти я с тобой согласен. Конечно, нужно очень хорошо провести иллюстрацию в этом плане, но все равно преемственность власти нам нужно соблюсти. И Аят Эдигов, и президиум правительства именно этим и занимаются. Хотя можно, конечно, критиковать за чрезмерную пассивность некоторых лиц. Без тренировок мускул не будет. Ядерка сдерживает мир от более решительных действий. И, Саид, ядерка сейчас американцы и НАТО могут прямо в шахтах, вот каждая ракета записана, каждая атомная бомба под полным контролем НАТО находится. Российская атомная бомба, все находятся под контролем НАТО. Их можно уничтожить, когда они только отдадут приказ о том, что нужно выстрелить. Просто Путин скажет, просто изо рта его выйдет эта фраза, что нужно применить ядерное оружие. Они будут уничтожены там же просто, на месте, вот эти атомные бомбы. Поэтому очень как-то не верится, что вот это рухлядь, ядерная рухлядь России представляет угрозу. Хотя, конечно же, для нас с тобой, для Чеченской Республики Ичкерия и даже для Украины она представляет угрозу. Машоль, Машдат, Машоль. Так, Машева ожила. Пусть Аллах бережет всех истинных чеченцев и дарует им свободу скорейшего, иншаллах. Спасибо, Еруим. К сожалению, по-турецки или по-азербайджански не могу прочитать. Я даже могу залезть на плечи и ухо сказать перед его боевика. Ассаламу алейкум. Что происходит? Что так? Спасибо за поддержку. Пожалуйста, Ник Майер. Слава ТикТока. Да бережет Всевышний Аллах. Молюсь за вас. Улыбка на лице. Амин. Спасибо. Ва алейкум ассалам. Задик все. Почему вы не знаете историю? О чем речь, я не понял. Так, за то, что Путин напал на Украину, мы должны забыть свою историю. За то, что Путин напал на Украину, мы должны... Так, не понял я, о чем вы. Так, у нас есть ученые ислама, первый раз слышу, что они производят. Ну, ученые ислама я имел в виду там религиозные деятели, может там не конкретно ученый ислама он сказал, но он имел в виду, что вот эти религиозные деятели, а мы знаем, что религиозные деятели в России находятся под полным контролем ФСБ. Так. Ассаламу алейкум. Ассалам. Мама науэнир. Ва алейкум ассалам, Зумсо. Сауэн, я тут, я все тут, не он. Так, Машуэла, Зумсо. Так, никому веры уже нет, все продается, покупается. Вот именно, юзер, для этого и сделан этот трюк с этим Джамбетовым Хусейном.
Именно для этого, чтобы мы сказали, никому веры нет. Есть вера, есть люди, которым можно доверять, поверьте. Все не так плохо, как нам хотят представить. Так. Я полностью согласен с Идиговым, говорит Руслан. Да, Идигов очень грамотный человек. И самое главное, он не один. Понимаете, вот в чем ценность. Алейкум ассалам, Хамза, Машвой. Так, ядерка против амнистии. Ассалам алейкум. Так. Деля Машхайлон. Кадыров до тебя доберется, говорит. Рамиз Алиев. А почему не ты, Рамиз? Что у тебя? Кроме стационарных ракет в шахтах есть ядерное оружие на подлодках. Конечно, есть. Есть на подлодках, есть на самолете, которое прикрепляется. И оно все контролируется. Все ядерное оружие под полным контролем, поверьте. НАТО не нанесут, не волнуйтесь. Я верю, что ты станешь такой, как они. Это хорошо, Амзат. Это хорошо. И я тебе клянусь, что я не такой, как они. Чем хочешь. Так, Асан, Запад только перестраивается. Они тоже не ожидали, что и армия у них такая никчемная. Ну, Саид, это, конечно же, да, я согласен, сейчас идет раскачивание, ситуация изменилась, она будет как снежный ком. Вообще Запад, вообще англосаксонская или западная цивилизация, или англоамериканская цивилизация, она такая мощная, какой мощи не было ни у кого и никогда в истории человечества. И конечно, нужно время, чтобы вот этот огромный лайнер развернулся в нужном направлении. И он развернулся, он разворачивается, он уже развернулся. Он сейчас набирает просто обороты хода. И, конечно же, ничего не изменится в этом их векторе направления. Но террористическая банда ФСБ и ГРУ имеет очень мощный потенциал, очень много полезной, нужной информации, которые могут воспользоваться тут на Западе в обмен на безопасность. И мы знаем, что мы, чеченцы, стали фактически разменной монетой. И несмотря на нарушение международного права, несмотря на то, что Чеченская республика вышла на законных основаниях из Советского Союза, Советский Союз перестал существовать и так далее, несмотря на всю объективную, правовую, справедливую дорогу, которую по которой шел чеченский народ, сделали вид, что ничего не произошло. Поэтому я ничему не удивлюсь. И мы должны понимать, что террористическая банда ФСБ может занять, она уже пытается занять в Украине очень хорошие позиции. Она занимает, как мы видим, Гудковы, Пономаревы, Закаевы, все эти люди просто на всех каналах там светятся, их все показывают, они становятся героями на этом канале и вот на этих каналах. И это говорит о многом, друзья. Это говорит, я вижу чеченское дежавю, я это называю. И вновь я вижу, что победив в войне, воины в тылу у себя получат подлость, удар в спину. Так, все деятели без разницы, все, кто против нашей свободы, пускай под пресс. Договорились, Мождада? Договорились. Ну, мне нужна ваша помощь, нужна ваша всех помощь, друзья. Мне нужна информация, мне нужна поддержка, мне нужна, много что мне нужно. Но я делаю то, что я могу. И буду делать. Да, Алмула, Мождад.
Как нету, Шамиль Халиуллин? Есть там Татарстан? Как это нету? Я полагаю, есть. Очень даже есть. Сейчас мы вернемся. Одну минутку, друзья. Не может быть, чтобы Татарстана там не было. Как это такое возможно? Ты что? Таджикистан. Калмык, Карелия, Север. Нету. Правда, нету. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, 30, 31, 32. Не знаю почему. Этот вопрос мы обязательно зададим Аяду Идигову. Обязательно. Это его текст, и обязательно за ним. Может, здесь опечатка, может, ошибка. Хорошо, что ты сказал об этом, напомнил об этом. Так, я обязательно, Шамиль, задам этот вопрос. Так. Чем? Ну тогда не дождаться. Так. Салам всем свободным людям. Салам асам. Салам, Эд, витаю тебя. Так, то, что Пу и компания переиграла, теперь их жмут, чтобы они сдали все активы, то есть все, что у них есть. Да, будем надеяться, что это произойдет как можно быстрее. То, что российская армия никчемная, чеченцы показали миру еще 30 лет назад. Да, Мажда, совершенно верно. Как они разнесли армию Сербии, вам пример есть, или Ирака, который как бы СССР накачивал супер-пупер оружием. Салам Асан, как там полиграф? Кто-нибудь согласился? Нет, Баян, никто не согласился. Даже боятся говорить об этом полиграфе. Единственное, чего я смог добиться, это единственный человек, с которым я в общении из официальных лиц наших, это Аяд Идигов, который сказал, он не против этого полиграфа, да, давай это если включить его хорошо бы в закон о люстрации как обязательную экспертизу. Поэтому и это меня радует, что Аяд Идигов не против этой идеи. Израиль как разнес коалицию арабских стран 60 лет, поизучай, технологии Запада всегда были на пару поколений вперед. Конечно же. Так, поэтому я стараюсь задавать неудобные вопросы. Так, почему-то. Так, салам всем свободным людям, салам Аслан. Так, Эд Мамедов. Поэтому я стараюсь задавать неудобные вопросы этим журналистам, которые приглашают этих спасателей фашистской Российской Федерации. Кто в Европе приглашаю присоединиться и задавать этим журналистам, которые приглашают этих нелюдей, пишет Эд Мамедов. Так. Ну, давайте почитаем тут комментарии. Так. Так. Спасибо за подарки, друзья, спасибо, всем спасибо, да. Так, ну давайте, друзья, вернемся. Как говорится, к нашей теме. Друзья, знаете, когда работает российская разведка, когда они здесь занимаются своей деятельностью, мы не ведем против них никаких провокаций. Нам бы донести правду, мы занимаемся своими делами, пытаемся говорить о своих проблемах и так далее, и так далее.
Когда работает российская разведка, у нее, конечно же, и ресурсов побольше, и знаний, и людей, и кадров побольше. И таким образом они умеют наводить тень на плетень, они умеют наводить ложь. И вы знаете, сколько лжи, ну, может быть, не все знаете, но я получаю эту информацию время от времени, что сколько лжи льется на меня. Например, Ахмеда Закаевский сынок, по заданию Ахмеда Закаева, я полагаю, выложил у себя на канале там видео, где они задают сотнику вопрос такого пикантного содержания, якобы я его задаю сотнику. И мне Александр Сотник мне сказал, что вот ему в прямом эфире задали платные вопросы, и он его зачитал в эфире, что якобы я говорю об этом. И потом вот эти мудаки выложили это видео у себя на канале, где там, ну там, как будто я это говорю Сотнику, и Сотник зачитывает этот вопрос. И таким образом они пытаются опорочить. Они говорят ложь. Ложь, знаете, не просто они это заявляют, они это делают таким образом, что говорит Сотник, зачитывая вопрос от меня. Я не задавал этот вопрос Сотнику. Но такой вопрос задается, как будто я прошу Сотника зачитать там в эфире там кое-что. И в итоге таким образом они себя, они вот таким вот хитрым образом преподносят эту информацию. Также эти люди, которые очень долго здесь сидят в Европе, в том числе Ахмед Закаев, распространяют слухи, что я работаю на российскую разведку. Потом есть еще одна леди, которая живет, дама, леди не будем трогать, потому что леди тоже наша подписчица живет во Франции. Дама одна живет во Франции, которая тоже распускала про меня слухи, что я работаю на российскую разведку и так далее, и так далее. Причем эти люди уже преклонного возраста, эти люди уже давно здесь живут и якобы давно стоят на страже чеченского государства. И может у них какая-нибудь шпиономания, уже у них психика, уже крыша едет. Но при всем при этом такие люди распространяют эти лживые слухи и про меня, и про других людей. И я полагаю, что они продолжают это делать, они там одновременно запускают слухи, очень извращенно, очень искусственно они это умеют делать, и таким образом они пытаются дискредитировать. И дискредитировать не опровергнуть ту информацию, которую я открыто, публично, прямо заявляю. Они пытаются дискредитировать источники информации. Это тоже прием спецслужб, которые российские, в том числе спецслужб, когда они, если они не опровергают то, что говорят на них, они начинают дискредитировать того, кто это говорит. И таким образом очень много работы они в это вкладывают. Очень искусно делают. Я, например, иногда даже отдаю должное, как, да, молодцы, как они могут это так сделать. Мне плевать, если честно, что они там говорят, что они делают. Но в плане, что это никак не повлияет на то, что я делаю. Но факт остается фактом. Умеют очень искусно сделать так, чтобы человек сам пришел к выводу. Не просто ему говорят там про какую-то ложную информацию, про кого-либо, а делают так, чтобы человек сам своим умом додумался, и ему вот подсказки такие подкладывают. И когда человек сам складывает вот эту мозаику, и у него вырисовывается картина, в нее он верит намного больше, чем если, например, ему прямо сказать, что вот Аслан является там засланным человеком. То он может сказать, ну ладно, хорошо, поверит он в это, у него там в голове останется, что да, там не надо доверять и так далее. Но как только проявится удобный случай, он быстро отметет это, потому что тот источник, который ему эту информацию вложил в голову, он не заслуживает доверия. А тут, когда он сам к этому приходит, ему тут расставляются такие ловушки, что человек сам приходит к этому выводу, и в итоге его уже разубедить очень сложно. Очень сложно. Поэтому против меня ведется работа, будет вестись работа, я не сомневаюсь. И даже после моей смерти они будут против моего имени, против меня вести борьбу. Но не тех фактов, которые я привожу.
потому что их они опровергнуть не могут. Если бы они могли бы, я неоднократно их приглашал, и сейчас мы в прямом эфире, я неоднократно их приглашал в прямой эфир, говорил, давайте, докажите. Я готов ответить. Я приглашал, как вы знаете, на полиграф. Буду это делать дальше. Приглашать их на полиграф. Но вот эти вещи вы должны знать, друзья. Против нас ведется, лично против меня ведется огромная работа. Им очень мешает то, что мы говорим и делаем. Очень мешает. Но, увы и ах, придется им потерпеть. Так. Так. Ну вот, смотрите, тут зашел человек и говорит, что делать для того, чтобы не видеть меня и таких, как я. Просто этот человек является садомазохистом. Он заходит на мой канал и потом мне задает вопрос, что делать. Нужно застрелиться тебе, дружище, чтобы не увидеть это. Потому что ума у тебя не хватает просто не заходить на этот канал. Поэтому, наверное, тебе нужно застрелиться. Другого выбора я не вижу. Просто другого совета я не могу тебе дать. Как ты справляешься, да? Асан Хусейн принимал парад в Грозном. Ну, не то чтобы парад, его выставили с речью перед кадыровцами. И да, он немножко возбудился от этого прохождения парада. Как я вам говорил, друзья, если вы помните, несколько лет я уже об этом твержу, что из нас хотят сделать Палестину. Вы обратили внимание в этом видео, маленьком ролике, где идут эти кадыровцы, и потом Хусейн Джамбетов достает пистолет, стреляет в воздух. Обратили внимание, да, пистолет Стечкина у человека на поясе висит, и как бы никаких проблем, да. Человек, который вчера воевал против Украины, сейчас спокойно добрался в Россию, находится сейчас во временно оккупированной Чеченской республике Ичкерия, и находится с пистолетом. Кстати говоря, против Джамбетова возбуждено уголовное дело по факту терроризма, участия в террористической организации или войны, не помню сейчас, по-моему, по факту по 205 статье, по-моему, по терроризму ему ФСБ по Чеченской республике, банда ФСБ возбудила дело, и сейчас Рамзан Кадыров будет ходатайствовать перед ФСБ, чтобы у Джамбетова сняли вот эти обвинения. Ну, это по российским законам, у них там все можно, амнистия и так далее, они умеют эти трюки выкидывать. Это делается в том числе, вот эта информация распространяется, ими в том числе для того, чтобы чеченцы, которые находятся в рядах вооруженных сил Украины, и при желании могли вернуться и сдаться и им тоже, что Хусейну тоже амнистия будет и так далее, и так далее. Вот для этого они вот этот трюк сейчас выкидывают. И вот этот Хусейн Джамбетов, короче говоря, это большая такая провокация, которая есть. И вот он, салютовал, принимал парад, так сказать. Как он салютил из Стечкина, да. Но ничего, друзья, не удивляйтесь, такие есть у всех. Помните, Кива такой был? С первых дней он защищал Украину, такой весь борец за Украину и так далее. Сейчас самый рьяный такой пропагандист на российском канале, его приглашают и так далее, и так далее. Таких есть и сейчас в рядах Украины.
эти люди есть. И не только чеченской национальности. Поэтому мы должны до украинцев донести, что люди, не причастные к этому, не имеющие отношения к Закаевской театральной труппе провокаторов, они должны покинуть, а остальные не должны быть никак быть причастны. Ведь мы помним, как батальон шейха Мансура, руководителя этого батальона, внесли в санкционный список прямо перед началом войны. Мы все это помним, как это нынешняя администрация президента Украины вносила этих людей в санкционный список. И после того, как их внесли в санкционный список, у меня появилось еще больше доверия к этим лицам, которых они внесли. Я этим людям теперь доверяю безгранично, кого они внесли в этот санкционный список. И не доверяю тем, кто внес их в этот список. И не доверяю, которые сейчас до сих пор занимают хорошие посты. И один из них, Данилов, такой есть, я его у себя выкладывал, его видео, где он говорит, что Ичкерия будет там свободная и так далее. Выкладывал его это видео. Но факт остается фактом, вот такие вот дела. Да? Aslında armalı olan. Devam ola zedik. Taşı koyaçın. Ve arlur daçın. Kıyıyor. Te. Так. Список 600. Он гласил, что они занимаются криминалом, но это не так. Конечно, дерзкие ночи, конечно. Наши занимались войной против России в Украине. Конечно же, там где-то они могли где-то с кем-то засветиться, я это не отрицаю, потому что в Украине был бардак в то время, и сейчас, я вам скажу, там не очень все безоблачно. Но точно их не нужно было заносить в санкционный список, как криминальных бандитов. Вообще их нельзя было заносить. Это просто была подлость со стороны администрации. Наверное, Подоляк приложил к этому руку вместе с Даниловым. Но ничего, ничего. Так, ассаламу алейкум всем. А как это Бандера полез в Украину, если там все проходят проверку? Да, Фантомас, это очень хороший вопрос. Там нам говорят, вот, когда я что-то говорю, Ахмед Закаев, там другие, третьи, мне тут писали, ты что, СБУ работает, там детектор лжи, там очень проверяют, там и так далее, и так далее. Вот очень хороший вопрос ты, алейкум ассалам, Фантомас. Очень хороший вопрос ты задаешь. Как это так получилось, что Джамбетов или Джамбетов оказался в рядах, ну, понятно, как оказался. Я надеюсь, теперь Ахмед Закаев будет выдворен из этой Украины. Ну, посмотрим, посмотрим, посмотрим. Но мы держим руку на пульсе, и мы будем до общественности доводить правду, которую мы раскапываем вот в этом огромном массиве лжи. Да, мула. Друзья, я опять не выспавшийся, поэтому, если что, может быть, я сегодня стрим пораньше закончу. Сколько мы уже? Больше часа уже в эфире. Мы и сейчас тут в Украине, дерзкие ночи. Так. Они пиарят нужных людей. Конечно, конечно, пиарят. Совершенно верно. Совершенно верно. Так, Hinz Ela, Hinz Hana, Тиш, Дист, Шавик, предатель, Махилла. Хамза, Цахилла, Шавик, предатель. Цахилла, Война, предатель. Хагучи обовы. Царя, личность, чой. Ювайн, гуч дохки, предатель. Вой, дог додеш, вуиш. Бац, ночи, предатель. Ночи, бог луш бац. Ночи, угарч, о, предатель. Цогульш долг амду. Вох луш вац. Кир луш вац. Ювол швац. Нисуантир. Цаши коячун. Дугбушун ценнаш. Валла, билла, бух. Просто и цуцацар хизин больше. Ежри, нан, вои, дай, инам больше. Аш бушуниш. Цар шедегал йилдуа.
Зудри беш nach Шевига бех вахиз вошен луогдо. Цундель ашбу nach. Не так, ват человек предатель. Ват хилищать. И вайк алит ряш бушуниш. Цуты матоужлаш. Бачун. Вай гу проблеме хайшун. Вай гарнах соутцебар. От наре хитсхан закаевс эца и шабаш гулеш хайна дадаган. Цига ирюк вай бехки. Дела вай цогур даркал. Вай цига долшхайна. Цига аш утцел заслуженным. Он рицучу гулабель цучу болша. Янгулбая хауалин. Алимпаш салтخانوس بوچو زكايس بوچو دعوتين مسانات إير سيداي مسانات ساعات إدلش ذات حوالي ينقل بايا دعوتين إدقوهم دارتيك صغيلجا إدوش هادق دا ديز президиум правительства ну диез темлуаша диез Украине болчар диез старый темлуаша диез да диез закая милу диез цар хулил до диез Видеош я из гордина я из гордина я из хажал хара ду бош. Укр датсуна. Ишт твой лоза дойчка, ишт твой си дойч, ишт твой цебеойч. Башара ишара твамбеш. 8-9 лет воюют наши бойцы там, наши чеченцы. Мы похоронили лучших из лучших наших сынов, уже которых осталось-то и так очень мало в Украине. Ису Мунаева, Амину Акуеву, еще много-много похоронили. Вот недавно Махно похоронили. Много-много мы людей уже похоронили в земле Украины. И мы должны донести до общественности, до всего мира, что вот эти люди, эти провокаторы, они не имеют ни к чеченскому государству, ни к чеченскому народу никакого отношения. Мы должны это донести. Датчуни ишт, хилишяц, ночик ам мелду. Дал келюэлк цан Хамза, дал келюэлк ночик ом сюмна дух швейк, шраск и болбия швейк, дал хылак буэлкуш. Так. Давайте дальше, друзья. Там все проходят проверку СБУ тоже как ФСБ. Не будет Закаев пиарят в Украине. Ну пускай пиарят. Они могут сколько угодно пиарить. Но мы можем предоставить факты. Мы можем привести свидетельские показания. Ахмед Закаев незаконно назвал себя премьер-министром. Есть этому факты, этому есть доказательства. Все, кто вокруг него, и не все, но многие товарищи, которые вокруг его, вот этой театральной труппы, являются так или иначе уже себя много раз дискредитировавшие. Почему молчат чеченцы? Почему молчат старые чеченцы? Почему молчит президиум правительства? Они когда-то выложили, где-то сказали, но это нужно еще доносить, каждый раз это говорить. Нужны люди, которые должны это делать и говорить. Вот поэтому мы оказываемся в этой ситуации. Должны старые наши воины говорить, которые тоже очень много знают. Какой Закаев воин, где он воевал, что он делал. Нигде Закаев не воевал. Закаев дезертир, который уехал из Чечни после аварии, которая случилась у него. И помогал ему выехать, там, оказаться после Грузии, оказаться в Англии. Тот же Ахьят Идигов, потому что думали, что это нормальный человек. И так далее, и так далее, и так далее. Они диск, цундель, арум шхульк вейн. Арум шхульк вейн. Арум шхираду вейн. Поэтому, да, они ведут пропаганду, они будут вести это, на это и рассчитано. Ведь они специально наших женщин, детей, родственников дома пытают, убивают. Мои все родственники, которых они забрали, они им еще не вернули паспорта никому. Все находятся, мои родственники, в ужасе пребывают, бывшие родственники, от которых я отказался. Они могут уничтожить их всех, они могут уничтожить всех, кто здесь, в Германии, живет. Плевал я на все, что они делают. Ничего они не смогут добиться. Правда восторжествует. Поэтому таким образом они нас пытаются заткнуть. А мы не заткнемся. Мы не заткнемся. Мы будем говорить правду. Потому что чеченский народ находится в заложниках. Чеченский народ брошен. Брошен всем миром в пасть этих людоедов.
пасть этим. И Украина помогала уничтожать чеченцев, уничтожать чеченское государство. Вот только-только сейчас начали просыпаться и понимать. Вот уже 9 лет просыпаются, понимать начинают. Но это не значит, что вычищена Украина от этих всех предателей, подонков и коллаборантов. До сих пор мы это наблюдаем. И мы должны говорить, какую бы пропаганду они ни вели. За нами правда. Явилась истина и сгинула ложь. Воистину ложь обречена на погибель. Да, мула. Да, мула. Так, друзья. Поехали дальше. Место Закаевагинс Милуховой лидер Ичкерии. Чарли, вы лидера легитимным, независимым представителем чеченского народа и государства является президиум Чеченской республики Ичкерия, куда входят Ахят Эдигов, Муса Таипов, Алла Дудаева и еще много людей, которых я даже имена не знаю, мне их знать не надо. Но есть механизм, есть орган, который действует. А Закаев не был никогда легитимным лидером. Никогда. Ахмед Закаев не был никогда легитимным лидером. Ахмед Закаев и его вот эта группа, труппа театральная, пыталась захватить власть, уже назначала себя премьер-министром. А вы, чтобы понимали, в чеченском государстве нету премьер-министра, должности премьер-министра. Президент Чеченской республики Ичкерия и является премьер-министром. То есть фактически Закаев назвал себя президентом Чеченской республики Ичкерия, назвав себя премьер-министром вместе с Сараляповым. Сараляпов назначает Ахмеда Закаева премьер-министром, Ахмед Закаев назначает Сараляпова председателем парламента. Сами друг друга назначают. Это нелегитимно, это незаконно. Это тяжкое преступление, захват, узурпация власти. Чем занимаются они? Причем это начиналось производить, вот этот захват, назначение там верховными главнокомандующими и так далее, тогда, когда еще Докко Умаров, легитимный президент Чеченской республики Ичкерия, еще не объявил Имарат Кавказ. Даже когда он объявил Имарат Кавказ, у нас нету ни одного документа, подтверждающего, что Докко Умаров сложил в себя полномочия президента Чеченской республики Ичкерия. Кроме слов, нету ни одного документа. А это государство, здесь должны быть документы. Этих документов нету в природе просто. Потому что Докко Умаров наш последний президент Чеченской республики Ичкерия. И он на документальном уровне не отказывался от своего поста. Но даже если бы он отказался, до объявления им Имарата Кавказ за месяц, то есть 6 ноября 2007 года Сараляпов назначает премьер-министром Закаева, а 9 декабря 2007 года, то есть через месяц и 3 дня, Докко Умаров объявляет о том, что он объявляет об создании Имарата Кавказ, или Кавказские Эмираты это вначале называлось. Вот какая там каша. Эту кашу нам нужно спокойно всем разобраться. Ладно, поехали дальше, да. Ханашхоу тайпан у дишне сонашхоу. YouTube чуефи, YouTube чуао, TikTok чуао.
Так, так, так. Нет никакого Эмирата, это фейк. Кто вступил в эту организацию, кроме Ичкерии? Ролик ходит по интернету про Эдигова, как Масхадов говорил про него. Да, этот ролик есть, Аят Эдигов на него уже неоднократно отвечал. Есть видео на его канале про то, что про это все. Вот это все он рассказывает. Поэтому все вопросы к Аяду Эдигову. Я не говорю, что наше руководство, люди, которые представляют чеченское государство, что у них все отлично, что они выполняют свою работу на 100% и так далее, и так далее. Я этого не говорю. Я не говорю, что здесь все там безупречные и все у всех идеально. Я этого не знаю, я это не говорю и не собираюсь этого говорить. Я искал людей, тех, которые являются принципиально на позиции чеченского народа и государства, и которые не являются предателями чеченского народа и государства. И таких я нашел в лице президиума правительства Ичкерии, в лице Аяда Эдигова, Аллы Дудаева и других. Поэтому, если вы что-то вам не нравится, и что, как делаете? Делайте. Кто вам мешает? Кто вам мешает? Можно подумать, у нас какое-то супер хорошее государство, уже сформировавшееся, в котором мы платим налоги, и они там сидят, жируют и просто пользуются всеми благами власти. Этого нет. Поэтому, если кто-то что-то хочет сделать, мы все должны просто встать и сами это сделать. Никто за нас этого делать не будет. А мы даже просто распространить ссылку не можем на любой стрим, не можем там где-то что-то как-то помочь, написать комментарий и так далее. Но зайти, выразить претензии, мы всегда готовы. Да? А то, что там Масхадов говорит и так далее, там, и так далее, и так далее, можно про всех такое сказать. Про всех. И про Аслана Масхадова тоже. Далде Алвальхе. Аслан, ассаламу алейкум. У меня такой вопрос. Как можно сейчас доверять и что делать? Ва алейкум ассалам, Вайкан. Ничего не случилось, все нормально, не волнуйся. Доверять можно, все у нас есть. Только лишь какой-то вновь резко появившийся закаевский майор уехал туда. Я об этом твержу уже давно, кто такой Закаев, кто еще 3 года назад они меня вербовать пытались. Я об этом говорил, но вы мне не верили. Вы не верили, когда я говорил на того, что эти люди занимаются провокациями, что они занимаются ложью, обманом, античеченской деятельностью. Вы говорили, что мне нужны хайпы, что мне нужны там слава чья-то их и так далее, и так далее. Я не тебя конкретно имею в виду, но многие, кто мне писали. А когда я говорил, кто такой Закаев, мне говорили, что нет, там, тебе должность не дали и так далее. Хотя они мне предлагали эту должность и так далее, и так далее. Да. Ладно, Дион, ладно, давайте почитаем в YouTube комментарии. Да, это ж хорошо, Маждата. Асан, на все закрываю глаза, пока Украина воюет. Да я тоже, Саид, на все закрываю глаза. Я тоже. Мы должны поддерживать Украину до полной победы Украины. А потом каждого назовем поименно, кто является кто. Ну, пока будем. И в Украине тоже, я скажу, я общаюсь с людьми очень недовольны тем, что там происходит, люди. И те, кто воюют, недовольны и так далее. Но такова вот ситуация пока. Так.
Талануай махка ночи ам хизваш бешей вори дейшкар дюн ца ночи хильбац. Говорит бабуин. Так, чем сейчас много тех, которые кричат я член, когда я спрашиваю, с какого тэпа, начинают глазами моргать. Да, они могут сказать и тэп придумать без проблем, что там. Так, Закаев самозванец, бог. Закаев преступник, бог Амзац. Явилась правда, изгинул ложь. Аслан Сада бывает, наверное, молодец. Так, лицемеры предать будут разоблачены и представлены к суду. Да, Алмула. Понятно только то, что спецслужбы наших врагов пока успешно работают. Так, чистая правда. Citizen ни о чем не успешно. Им хорошо прищемно. Ассаламу алейкум. И всем в чате. Главное, чтобы вопрос правопреемственности власти решился согласованно, не вызывая внутренней распри в чеченском обществе. Все в итоге разрешится со временем. Витаю тебя, Евгений. Алейкум салам. Да, полностью с тобой согласен. И также я согласен с тем, что распри в чеченском обществе не будут вызывать эти распри, если среди нас не будет вот этих провокаторов, которые работают или на свой карман, или же на Кремль, который финансирует их карман, и так далее, и так далее. Поэтому нужно собраться, нужно организоваться людям, которые есть в Украине, людям, которые есть здесь в Европе. Нужно провести съезд чеченского народа здесь в Европе. И мы обязательно это сделаем. Мы обязательно, все чеченцы, соберемся. Да, это будет в этом году, в ближайшие месяцы это будет. Мы встретимся все. И все чеченцы в Европе, которые на самом деле стоят на страже своего государства, они все соберутся. И мы покажем, что чеченцы есть, чеченцы были, чеченцы будут. Да, Мула. Так. Подискутировать на тему ислам или вы не мусульманин, тогда извините. Видите, заходят вот эти разные провокаторы, которые начинают нас отвлекать от нашей темы. Но я вам скажу, идите вслед за русским кораблем, да. Аслан Закаева Лимали и Газ Цаягар Цюнхубехбу. Газ Цаягар Цюнхубехбу. Хума цаха чинхуа. Иштгамел, да. Ты ничего не знаешь. Я тут Джамбетов это всего лишь марионетка, которую сейчас использовали. И на этом его роль закончится. Скоро сам Закаев тоже поедет в Чечню. Без сомнения, Закаев именно к этому все и готовится. Они собираются уехать, и причем они собираются это сделать, если у них получится, а у них это не получится, что там собрать чеченских бойцов, там, что мы поедем в Чечню, победим Кадырова, и там между собой разберемся. Нет, мы здесь разберемся сперва. Мы легитимную нашу власть признаем, поддержим эту власть, разберемся, расставим все точки над и без крови или только лишь специальными полицейскими операциями закончим наши дела. Но когда нас признают, Америка признает, и все другие страны нас признают, больше чеченский народ в огонь мы не бросим, как это нам предлагает сделать Закаев. Нет, мы никогда больше не позволим чеченскому народу оказаться в крови, в котором нас
Вот такие люди забросили в этот огонь. Ассаламу алейкум, я тебе верю. Ва алейкум ассалам, Рустам. Среди нас много, не так уж и много. Так, спасибо за подарки, Деон. Так, давайте почитаем, что и там, и тут, короче, заходят провокаторы. Провокаторы заходят. Ну ничего, значит хорошо, значит наступаю вам на мозоль, раз вы заходите. Друзья, уже более 1,5 часов мы в эфире. Я на этом свой стрим закончу. Так, почитаю комментарии, тут появились. Так, Джахар Маалара Закин. Всем вітання, ассаламу алейкум, алейкум ассалам, витаю вас, Хорзом, витаю. Ради объединения и урегулирования всех разногласий и очистить себя они должны бы согласиться на полиграф, но они отказались. Я считаю, здесь уже нечего говорить, все очевидно. Совершенно верно. И самое главное, друзья, не верьте им. Вот когда вы решите послушать их, для того, чтобы найти зерно, где там они врут, где-то там говорят правду, где-то как-то разобраться, вы ошибетесь. Эти люди до того по Станиславскому, как говорится, играют роль, что вам очень трудно будет, если вы не знаете всей картины и всего бэкграунда этих людей. Поэтому даже не смотрите их, пишите им комментарии, заходите, говорите, что вы о них думаете, но не думайте, что вы сможете там, послушав их, сделать для себя выводы. Но для тех, кто уверен в своих аналитических и психологических возможностях, тот может смотреть, а остальным советую даже не смотреть. Да? Так, в Украине даже при том, что общество объединилось, скопано очень много агентов КГБ и пытаются отрабатывать свои гонорары. Поэтому приглашают в эфир этих фашистов из фашистской Российской Федерации. Совершенно верно, Эд. Советское государство формировалось как террористическая организация. ВЧК, которая организовывалась, да, оно тоже как террористическая организация. Им нужно было 10 или 100 террористов, чтобы захватить любую власть в любом государстве. Для этого они со всей Африки, со всего мира приглашали себе людей, которых они обучали у себя в Москве в вузах, также тех же палестинских террористов, всех разных африканских террористов и диктаторов. Это все обученные КГБ, ГРУ, вот эти люди. И основной принцип ФСБ, КГБ являлся максимально завербовать людей. От, там, я не знаю, от консьержки в подъезде, заканчивая там кем угодно, кого только возможно. И именно это произошло в Украине. Украинская КГБ, УССР КГБ УССР, не было люстрации. Все остались на своих местах. И эти кадры сейчас активно задействованы. И если вы помните в обращении Путина, когда он только начал эту войну и украинцы начали оказывать сопротивление, Путин, если вы помните, к кому обращался Путин, чтобы они переходили на сторону вот этих террористов? Помните? Украинским военным. Он не сказал СБУ, он не сказал украинскому народу, он говорил украинским военным, потому что в них он видел для себя угрозу. А СБУ он даже не упомянул, ни полицию не упомянул, ни остальных, народ в расчет они не берут. Потому что СБУ было за то, чтобы, я считаю, да, не все, конечно, но там было все нормально, что он даже не посчитал нужным обращаться к СБУ. Переходите на нашу сторону. Обращался к военным. Потому что я верю украинским военным. Не всем. Залужному верю. Не всем.
Так, поэтому их очень много у них там. И вычищения не было. Я слышал, знаю, что идет работа над этим. Вычищаются, очень жестко вычищаются. Слава богу. Я думаю, работа будет продолжена и победа будет за нами. Но пока вот дела обстоят вот так. Пока дела обстоят вот так. Закрыли какого-то там этого, кто у них там был, помните этого? Олигарх, который миллиардер, которого они арестовали, обменяли, потом Путину отдали его. Так вот, его каналы Медведчука, его закрыли каналы, а на всех других каналах появились КГБшники советские, российские, русские. Ну и куда это годится, просто скажите мне. Ну никуда это не годится. Маш мокш до элешу вежрижди. Эмин амзат. Аслан, дай бог, как ты и сказал, дай бог, дай бог. Так, не думайте, что Украина свободна. Мы только боремся за свободу. И от коммунистов, и ФСБшников в том числе. Да, Хорзум, я это понимаю. Я с вами. Подумайте, почему убили Щербицкого и кто пришел на его место. Одни КГБ, и они же рулят. Да, мы это. Аслан, Хадайл Диканс Духлава, больше никого не называй леди. Договорились, леди. Суадаги Ориган сразу. Где ты был, говорит, когда Закаев воевал? Ты этот анекдот про где воевал Закаев расскажи тем, кто воевал. Я не знаю ни одного направления, ни одного подбитого танка Закаевым. Так, слава Украине, героям слава. Его надо было судить, а не отдавать. Совершенно верно, Инесс. Вот почему к студентам иностранцы так хорошо относились. Я в шоке. Совершенно верно, совершенно верно. Все, на этом я, друзья, свой стрим заканчиваю. Спасибо, что смотрите, поддерживайте. Все будет Ичкерия. Слава Украине. Все будет Ичкерия. Друзья, давайте будем думать мы, чтобы не думали за нас. Давайте мы будем очень внимательно разбираться во всем этом. И всего самого хорошего. Все будет Ичкерия. Маш Оль.